войне и которые заложены, закреплены, освящены в самом значимом международно-правовом документе, имею в виду Устав Организации Объединенных Наций, и теми, кого этот устав уже не устраивает, кто после окончания холодной войны решил, что дело сделано, что конкурент, главный конкурент, Советский Союз и сопутствующий ему социалистический лагерь подавлен навсегда. Ну и вот решили, что отныне и впредь можно руководствоваться не уставом ООН, а теми пожеланиями, которые возревают внутри так называемого политического Запада, куда входят и союзники Соединенных Штатов из Азии, Япония, Австралия, Новая Зеландия, Корея. Мы их называем политический Запад, коллективный Запад. И ощутив, что они победили в холодной войне, решили, что впредь никаких согласований с сильным конкурентом, каковым был Советский Союз, уже не требуется, и что решать все вопросы они будут самостоятельно, а остальным будут спускать распоряжения сверху, ну, как работала партийная система в Советском Союзе. Политбюро, Центральный комитет, обком, райком и так далее. В то время Китайская Народная Республика еще не достигла таких колоссальных успехов в экономическом развитии, в своем политическом влиянии, какие мы наблюдаем сегодня, поэтому серьезного сопротивления Запад не встречал. А вот в последние годы, и об этом несколько раз говорил президент Путин очень подробно, убедительно, в том числе разъясняя истинные первопричины начала специальной военной операции на Украине, а вернее истинные первопричины, когда мы вынуждены были отражать нападение, отражать войну, начатую против нас, тем самым коллективным Западом, с главной целью подавить очередного конкурента, каковым Россия вновь оказалась на международной арене. Я эти причины не буду перечислять подробно, но главная цель – ослабить Россию в геополитическом плане, создавая прямо на ее границах, не где-то там за океаном, а прямо на наших границах, на исконно русских территориях, закладывавшихся и развивавшихся, обустраивавшихся русскими царями и их сподвижниками. Создание именно там прямых военных угроз Российской Федерации в попытке подсечь наш стратегический потенциал, максимально его обесценить. Ну и вторая причина, это, конечно, она тоже связана с историей тех земель. Только мы не про земли, мы про людей, которые столетиями на этих землях жили, поднимали их с нуля, строили города, заводы, порты. И этих людей украинский режим, который пришел к власти через незаконный антиконституционный госпереворот, просто объявил террористами, когда они отказались этот госпереворот принять, и повел тотальное наступление на все русское, что веками, долгими веками составляло суть тех территорий, на которых люди отказались подчиняться новым нацистам. Вот сейчас мы наблюдаем разгар этой битвы, если хотите. Я уверен, что на эту тему будут вопросы, поэтому я не буду вдаваться в детали. Хотел просто еще раз обозначить, как у нас говорили в советские времена в учебных заведениях, обозначить главное противоречие текущего исторического периода. Вот оно между теми, кто за многополярность, за устав Организации Объединенных Наций, прежде всего за принцип суверенного равенства государств, что требует от всех ратифицировавших устав ООН не навязывать свою волю, а доказывать свою правоту и искать баланс интересов, договариваться. И все другие принципы, которые в уставе содержатся, это принципы, обеспечивающие международно-правовую базу справедливого характера той системы, которую принято называть
Ялтинско-Потсдамская, и о которой сейчас многие, в том числе и наши политологи, говорят как об ушедшей эпохе. Не совсем соглашусь с такой оценкой, потому что международно-правовой смысл Ялтинско-Потсдамской системы не требует никакого ремонта. Это устав Организации Объединенных Наций. Надо только его всем исполнять. Причем исполнять не выборочно, как вот меню используют. Выберу-ка я сегодня вот рыбку, а завтра что-нибудь покрепче. А исполнять надо во всей его полноте. Тем более, что все взаимосвязи между принципами Устава ООН определены единогласно в специальной декларации Генеральной Ассамблеи уже давно. И никто против этого не возражал. Повторю еще раз, другой лагерь, который сегодня противостоит многополярности и движению за многополярность, он исходит из того, что вот после окончания Холодной войны устав ему не писан, что у него свой устав, и они со своим уставом, западным уставом, который называется «Миропорядок, основанный на правилах», правда, его никто не видел, но они с этим, со своим уставом лезут в каждый монастырь, в каждую мечеть, в каждый буддийский храм, в каждую синагогу. Вот в чем мы видим главное противоречие. Но то, что вот это желание провозгласить себя вершителями судеб после завершения Холодной войны, после распада Советского Союза, оно сейчас сохраняет колоссальную инерцию, меня это, честно говоря, удивляет и немножко настораживает. Потому что любой здравый политик должен понять, что времена за последние 30-35 лет кардинально изменились, и противостояние диктату западному уже восстановилось, но уже не в лице Советского Союза, а в лице поднимающихся новых экономик, финансовых центров в Китае, Индия, АСЕАН, арабский мир, сообщество латиноамериканских и карибских государств, новая Россия вместе со своими союзниками по Евразийскому экономическому союзу, СНГ, ОДКБ, это и Шанхайская организация сотрудничества, и БРИКС, и многие другие быстро развивающиеся, экономически успешные объединения во всех регионах стран глобального юга, или, правильнее сказать, мирового большинства. Уже есть новая реальность, уже есть сильные конкуренты, которые хотят по-честному соперничать в экономике, в финансах, в спорте. Но Запад уже вот эту инерцию своего тотального превосходства, конца истории, по крайней мере не Запад, но нынешние элиты, уже не могут преодолеть. И они скользят по наклонной плоскости, выкидывая, пытаясь перекрыть дорогу конкурентам везде. В экономике. Вот тут новый пакет санкций буквально сегодня объявили Соединенные Штаты в сфере микрочипов, искусственного интеллекта, в том числе запретив импорт этих микрочипов в страны-члены НАТО и члены Евросоюза. Поэтому у меня убеждение очень крепкое. Не нужен никакой конкурент Соединенным Штатам ни в одной области, начиная с энергетики, где они, ничтоже сумняшися, дают добро на осуществление террористических мероприятий по разрушению основы энергетического благополучия Европейского Союза, где они наускивают своих украинских клиентов на то, чтобы сейчас вслед за северными потоками еще и турецкий поток вывести из строя. Конкуренция в сфере экономики, конечно же, вернее, отказ от честной конкуренции и использование недобросовестных, агрессивных методов подавления конкурентов проявляется в санкционной политике, которую Соединенные Штаты
и их союзники сделали основой своих действий на международной арене, в том числе и в отношении России, но не только. И против Китая немало санкций, как я уже сказал, даже против своих союзников, не моргнув, вводятся санкции, как только появляется малейшее опасение, что они где-то что-то произведут дешевле и будут более эффективно продвигать на международные рынки, чем это делают американские производители. Ну, а сфера спорта – это сплошная эпопея превращения честных соревнований, честных состязаний в обслуживание интересов страны, которая объявила себя победителем во всем. Вот. Так что, если еще господин Трамп, вступив в должность президента, сделает Америку еще более великой, надо будет очень внимательно смотреть, какими методами эта цель, провозглашенная президентом Трампом, будет достигаться. Не хочу больше времени занимать, я обозначил вот то, что мы называем главным противоречием текущего момента. Готов вас послушать и возможность отреагировать. Да, пожалуйста, РИА Новости. Спасибо большое. Кристина Родригес, РИА Новости. Сергей Викторович, я здесь. Вот на первом ряду. Вот я здесь. Здравствуйте. Сергей Викторович, у меня два вопроса, если позволите. И первый вопрос касается того, что вы сказали во вступлении относительно Ялтинско-Потсдамской системы. Что она существует, только необходимо соблюдать ее основные положения. А как быть с тем, что мировые игроки, заявившие о миропорядке, основанном на правилах, собственно, и признались, что не намерены, не считают больше эту систему для себя актуальной. Вот как мы, российская сторона, планирует удержать их в этой системе? Это первый вопрос, если позволите. И второй вопрос. Президент Сербии, господин Вучич, в последнее время выступает с такими заявлениями, которые ряд экспертов трактуют как фактически солидаризацию с США. Как солидаризация с США? Солидаризация. Как подобные высказывания вообще вяжутся с особым характером отношений России и Сербии? Спасибо большое. Что касается Ялтинско-Потсдамской системы, повторю еще раз, она не исчезла. Сейчас говорят, что она себя исчерпала, и политологи советуют искать что-то другое, опять садиться втроем, вчетвером, впятером и что-то, значит, класть на бумагу, учитывая новые расклады сил. Да, безусловно, Ялтинско-Потсдамская система изначально обсуждалась, замышлялась и создавалась путем написания устава ООН державами, которые воевали против нацизма. Прежде всего Советский Союз, Соединенные Штаты, Соединенные Королевства. Ну и затем подключились уже, когда основные фундаментальные принципы послевоенного мироустройства были согласованы, подключились французы, и затем после революции в Китае Китайская Народная Республика через какое-то время стала тоже постоянным членом Совета Безопасности. Устав, я убежден глубоко, не нуждается ни в каких улучшениях в том, что касается принципов. Принципы равноправия и самоопределения народов, суверенного равенства государств, обеспечения территориальной целостности тех государств, чьи правительства ведут себя прилично, уважают права всех наций, населяющих данную страну, и в силу этого представляют все население, проживающее на их территории. Чего, конечно же, нельзя сказать о нацистском режиме в Киеве, который пришел к власти в результате госпереворота 10 лет назад, 11 лет назад, и который, конечно, не представлял с первой секунды ни крымчан, ни жителей Донбасса, ни народ Новороссии. Все эти принципы справедливы. Да, есть одна, как вот сторонники реформы ООН, мы тоже за реформу ООН, но вот есть те, кто говорит, что самая главная несправедливость – это постоянное членство некоторых стран в Совете Безопасности с правом вето.
Объясняли мы многократно, что это, да, это особый механизм, которого раньше в предыдущих структурах, которые мировое сообщество пыталось создавать, отсутствовал, потому что нигде не было таких структур, где у кого-то были особые права. Но создание механизма постоянных членов Совета Безопасности стало результатом извлеченного урока из опыта Лиги наций, где все имели одна страна, один голос, и это не позволяло не то что дать дополнительные какие-то привилегии великим державам, а это не позволяло крупным странам, более влиятельным по объективным причинам, не позволяло реализовывать свою особую ответственность. Они не ощущали свою ответственность за судьбы вот тех систем, которые создавались, включая Лигу наций. Все остальное в уставе – это абсолютно справедливые принципы, которые требуют комплексного, не выборочного, а комплексного применения. И завершая, что касается реформы Совета Безопасности, да, она нужна, потому что те страны, которые несут особую ответственность и в мировой экономике, в мировых финансах, и, соответственно, в мировой политике, в мировых военных раскладах, конечно, далеко не все представлены в Совете Безопасности ООН. Мы не раз говорили, что такие державы, как Китай, Индия, по всем параметрам давно заслужили быть, прошу Китай, конечно же, я имею в виду Индия и Бразилия, по всем параметрам давно заслужили постоянную прописку в Совете Безопасности ООН одновременно с соответствующим решением по африканскому постоянному членству в Совете Безопасности. И, с другой стороны, Запад опять-таки пытается испортить этот процесс, пытается всеми правдами и неправдами обеспечить себе все равно преимущественные позиции. И уже сейчас из 15 постоянных членов имея 6, американцы в числе своих главных претендентов на членство в Совете Безопасности на постоянной основе называют Германию и Японию, которые не имеют никакого самостоятельного голоса в мировой политике. Слепо, покорно следуют в фарватере США, а когда США их ущемляет напрямую, они пикнуть не смеют. Как не посмел пикнуть тот же канцлер Шольц после того, как были взорваны северные потоки, и когда он просто стыдливо, молчаливо, так сказать, глазки убрал в сторону. То же самое относится и к Японии, которая полностью зависит от Соединенных Штатов. Но нечестно. 6 из 15 уже есть мест у Запада. Хватит. Надо повышать представленность развивающихся стран. И вот тогда, когда мы все еще заставим после реформы, в ходе, в контексте параллельно с реформой Совета Безопасности, заставим Запад понять, что он уже не в состоянии, как в колониальные времена, навязывать всему миру столетиями свои порядки, выкачивать богатство из стран Африки, Азии и Латинской Америки, жить за счет других, и что надо сейчас искать баланс интересов, у нас есть для этого прекрасная основа. Международно-правовой базис Ялтинско-Потсдамского мироустройства, устав Организации Объединенных Наций. Надо только его выполнять. А для этого нужно понять, что уже править миром не получится. По Сербии был вопрос. По Сербии, да, мы, естественно, заинтересованы в том, чтобы наши отношения с Сербией опирались исключительно на интересы сербского и российского народа, на интересы наших государств, которые в большинстве вопросов, в подавляющем большинстве вопросов совпадают, и которые, эти отношения, богаты конкретными
договоренностями, конкретными проектами, в том числе в сфере энергетики, одобренными и главами государств, одобренными на уровне правительств, на уровне компаний. Есть совместное производство, в том числе вот корпорация «Нефтяная индустрия Сербии». Кстати сказать, в договоре о создании этой корпорации записано, что ни при каких обстоятельствах она не подлежит национализации. Поэтому, когда сейчас американцы, даже не американцы в целом, а вот эта администрация Байдена, у демократов есть такие манеры в политике в американской, напоследок нагадить следующей администрации, как это сделал Обама за 3 недели до инаугурации Трампа в первую его каденцию, когда выгнал 120 российских сотрудников дипломатических учреждений в США и украл, просто арестовал, и до сих пор нас туда не пускают, 5 объектов дипломатической неприкосновенной недвижимости, что, конечно же, вынудило нас отвечать, и что, конечно же, не сделало вот российско-американскую тему в новой администрации Трампа более простой. Вот так же и сейчас хотят сделать одновременно такую, подложить свинью, говоря по-русски, и сербам, ну и администрации Трампа. Потому что если, как требуют сейчас, какой-то там приехал зам помощника по энергетике, был на пресс-конференции совместно с президентом Вучичем, читал нотации, что вот у вас, по-моему, 45 дней, давайте, чтобы российского капитала в этой энергетике, в нефтяной индустрии Сербии, вообще в сербской энергетике не осталось, иначе мы вам перекроем все возможности для доступа на рынки и ваших товаров. Это было достаточно хамское выступление, но это, так сказать, трейдмарк нынешней администрации, уходящей. И в том числе, понимаете, вот когда тебя уже не избрали, и твоя команда, которая видит Америку такой, какая не была поддержана большинством американцев, но чисто этически, даже не только из политической, но и из человеческой порядочности. Ну, досиди, откуда-то взявшиеся вот эти 3 месяца между выборами и инаугурацией. Досиди и понимай, что народ хочет другой политики. Нет, вот мы обязательно сделаем так, чтобы хлопнем дверью, короче говоря, так, чтобы никому мало не показалось. Вот, ну, Сербия, еще раз говорю, у нас очень богатая, я считаю, совместная история, совместной борьбы с нацизмом, совместной борьбы за уважение прав народов на самоопределение. Мы друг друга поддерживаем на политических направлениях международных организаций. Конечно, мы видим, что Сербии выламывают руки. И когда президент Вучич говорит, мы не свернем с курса на вступление в Евросоюз долгие годы, и все эти долгие годы в ответ он слышит, да, мы вас здесь ждем, но для этого надо сначала признать независимость Косово. То есть сербский народ, сербского президента приглашают к самоунижению. И во-вторых, вы, конечно, должны присоединиться ко всем санкциям Европейского Союза против Российской Федерации. То есть одновременно с приглашением к самоунижению требуют предать своего союзника. Президент Вучич много раз говорил о том, что это неприемлемая политика, которую пытаются проталкивать европейцы, которую явно поощряют Соединенные Штаты. Ну, ситуация, она даже с юридической точки зрения требует, вы знаете, мужественных решений.
когда тебе говорят, вот у тебя с кем-то там есть договор, который нас не касается, но который касается нашего желания наказать твоего партнера. Не в связи с отношением с тобой, а просто мы хотим его наказать. Но, извини, по касательной и тебе попадет, причем очень больно. Но решать сербскому руководству. Вице-премьер Сербии Александр Вулин, который представлял Сербию на саммите БРИКС в Казани, он очень четко высказался на эту тему. Так что посмотрим. Мы в контакте с сербскими друзьями запросили консультации срочные. Надеемся, что получим реакцию в самое ближайшее время. Пожалуйста, Артис Пениш. Добрый день. Сергей Викторович, недавно в Венесуэле, несколько дней назад буквально состоялась инаугурация Николаса Мадуро, законного избранного президента Венесуэлы. Тем не менее, его соперник на выборах Эдмундо Гонсалес до сих пор называет себя победителем. Таковым его считает Вашингтон и ряд латиноамериканских стран, где он был принят на правах избранного президента, в частности, в Аргентине, в Уругвае. Как вы оцениваете эту ситуацию? Не напоминает ли вам эта ситуацию с Хуаном Гуайдо после предыдущих выборов? И чего хочет добиться Вашингтон? Запад в принципе, будучи одурманен своим величием, как он считает, своей безнаказанностью, своим самоприсвоенным правом вершить судьбы всех народов мира, это проявляется не только в Латинской Америке, не только в Венесуэле, не только Гуайдо, не только вот сейчас господин тоже на букву «Г». Как он? Гонсалес, что ли? Да. Светлана Тихановская провозглашена тоже какими-то странами, как вот законный представитель Белоруссии, по крайней мере, под такой шапкой ее принимают в Совете Европы, в каких-то других западоцентричных организациях. Это, понимаете, конечно, самомнение – это презренное отношение презрения ко всему остальному миру. И это в очередной раз бесстыдное заявление. Когда мы говорим «демократия», это означает только одно. Чего я хочу, то я и ворочу. Вот как Блинкен сказал, я уже его цитировал. Те, кто не слушает нас, окажется, те не будут сидеть за демократическим столом, они будут в меню. Вот это прямое проявление. При этом то, что они творят, они считают себя вправе выносить вердикты по итогам выборов. Да, есть у страны право, не обязанность. Вот те, кто входит в ОБСЕ, есть право приглашать международных наблюдателей. Совершенно не обязательно из этого БДИПЧ, Бюро по демократическим институтам и правам человека. Это может быть и парламентская ассамблея любой страны, и любой организации. Вот как они реагировали на выборы в Молдавии, даже не буду описывать, как там было организовано, чтобы не дать проголосовать 500 000 молдаван, находящихся в России, и как было сделано все, чтобы чуть поменьше молдаван, работающих на Западе, получили возможность вальяжно, без очереди отдать свои голоса за, кого им сказали, за так называемого президента Санду. Посмотрите, как издеваются над грузинским народом. Обвиняли, кстати сказать, нас в том, что мы там что-то подстроили. Не нашли наблюдатели от ОБСЕ никаких крупных нарушений. Эта формула означает, что, ребят, все было сделано, все правильно, все легитимно. Нет, им не нравится. Румынию посмотрите, вообще позор. Это, вот я не знаю, вот, кстати, может быть, президент так называемый Гонсалес, как и так называемый президент Гуайдо последуют примеру бывшему президенту Грузии, бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили,
Она же очень жестко говорила еще за 2 дня до инаугурации нового президента о том, что она никуда не уедет, и что она будет, как единственный легитимный источник власти в Грузии, сидеть в этом дворце и давать команды. Ну, как-то вот на утро уехала и устроилась на работу в политологический какой-то там мозговой трест. Очень трудно эту тему комментировать, потому что это сплошное лицемерие, это сплошной диктат, неуважение к людям и, конечно, колоссальная переоценка собственных интеллектуальных и прочих возможностей. Это пройдет со временем, но этих людей надо учить. Да, пожалуйста, Синьхуа. Здравствуйте, уважаемый Сергей Викторович. Меня зовут Дзян Юлин, я представляю информационное агентство Синьхуа. У меня к вам такой вопрос. Недавно министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что, придерживаясь стратегического руководства глав 2 государств, китайско-российские отношения со дня на день становятся все более зрелыми, стабильными, самостоятельными, крепкими и задают образец дружественных контактов между крупными державами и соседними странами. Как вы это прокомментируете? Как вы полагаете, в чем секрет стабильного развития наших двусторонних отношений? И чего вы ожидаете от двустороннего сотрудничества в этом году? Спасибо. Ну, во-первых, я полностью разделяю те оценки отношений между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, которые высказал мой добрый давний друг Ван И, с которым у нас ежегодно по несколько встреч бывает. И все эти встречи весьма и весьма полезны и помогают достигать конкретных договоренностей во исполнении тех задач, которые согласовывают президент Путин и председатель Си Цзиньпин по вопросам внешней политики, по вопросам нашей координации на международной арене. И нет никаких сомнений, что российско-китайская связка – это один из главных стабилизирующих факторов современной международной жизни и тех процессов, которые разворачиваются в том числе для нагнетания конфронтации и враждебности в международных делах, чем занимаются наши соседи из Североатлантического альянса под руководством Соединенных Штатов, которые всегда хотят вбивать клинья, сеять смуту, будь то в Европе, будь то в Тайваньском проливе, в Южно-Китайском море, или, как они теперь говорят, в Индо-Тихоокеанском регионе. Это Ближний Восток, Африка, везде Соединенным Штатам, а у них сотни и сотни военных баз повсюду, так что заварушку какую-нибудь учинить труда большого не составляет. Но незамысловатые схемы, они видны. Везде создавать какие-то конфронтационные, дестабилизирующие схемы, а потом смотреть, как страны, претендовавшие на влияние в том или ином регионе, из-за этих кризисов и конфликтов тратят средства, внимание, время не на развитие, а на урегулирование этих кризисов. А Соединенные Штаты получают все больше и больше выгод, как они это делали во время Первой мировой войны, Второй мировой войны, и как сейчас они главное, самое тяжелое бремя войны против России руками Украины свалили успешно на Европейский Союз. И Европейский Союз в большинстве своем, включая лидеров Европейского Союза, Францию, Германию, Италию, ну так по-русски говоря, помалкивает. Некоторые ворчат, но в основном из оппозиции. Вот, альтернатива для Германии, союз Сары Вагенкнехт, есть и во Франции Национальный фронт, то есть оппозиционеры
спрашивают, а почему мы столько денег тратим, когда у нас бедность растет, когда у нас происходит деиндустриализация, когда промышленность бежит в Соединенные Штаты, потому что Соединенные Штаты сделали так, что бензин там стоит, энергии стоит там в 4 раза меньше и налоги меньше. Кстати, сейчас я, правда, не знаю, они вот там сожгли почти всю Калифорнию, ущерб оценивают там, под 150 миллиардов долларов. 250? Ну, даже побольше, чем они закачали на Украину, но сопоставимые цифры. И, наверное, то, что мы видим, то, что мы видели, кстати сказать, во время различных мероприятий международных, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество было в Сан-Франциско, у них проблем-то у Соединенных Штатов очень много. Там нищета на каждом шагу, если сойти с центральных магистралей. Поэтому, когда Китайская Народная Республика и Российская Федерация выступают за равноправный, честный диалог с Соединенными Штатами, это означает, прежде всего, то, что мы отстаиваем принципы международного общения, закрепленные в уставе ООН, после того, как закончилась Вторая мировая война, разгромом германского фашизма в Европе и разгромом японского милитаризма на Дальнем Востоке. И наши руководители договорились совместно отметить эти два великих события, 80-летие победы во Второй мировой войне в Европе и 80-летие победы во Второй мировой войне на Дальнем Востоке. Я уверен, что это будут очень яркие мероприятия, и они имеют колоссальное значение для того, чтобы напомнить и всем нам, детям, и особенно самому молодому поколению, какой ценой был установлен мир, и продолжить категорически отбивать попытки переписать историю, возложить одинаковую вину на нацистов и тех, кто освободил Европу, кто освободил Дальний Восток от японского милитаризма и евразиатский континент. Это очень важная составляющая, которая скрепляет российско-китайское стратегическое взаимодействие и многоплановое партнерство. Я думаю, секрет успеха в этом, в том, что у нас есть общая история, что мы от этой истории не отказываемся, что мы никогда, ни Россия, ни Китай, не отказывались от тех обязательств, которые мы брали на себя, в том числе, еще раз это скажу, которые заключаются в уставе ООН. В отличие от Запада, который эти обязательства готов, он не будет заявлять о том, что он их больше не рассматривает в качестве обязательств, но на практике-то он делает все, чтобы им не следовать, а чтобы следовать своим эгоистическим замыслам. Поэтому структуры, которые были созданы на основе российско-китайского партнерства, российско-китайских совместных инициатив, они, безусловно, принадлежат к объединениям нового типа, где нет ведущих и ведомых, где нет хозяев и подчиненных. Это и Шанхайская организация сотрудничества, конечно же, которая развивает связи с Евразийским экономическим союзом. Евразийский экономический союз, в свою очередь, тесно гармонизирует свои интеграционные планы с китайским проектом пояса и пути. Конечно же, это и БРИКС, который вот после Казанского саммита еще более окреп. Полноправным членом стала Индонезия, которую мы активно поддержали в период российского председательства. Еще 8 стран стали государствами-партнерами. Развивается тесное сотрудничество между Шанхайской организацией сотрудничества и АСЕАН, многими другими объединениями. И все это, да, на основе
консенсуса, но, конечно, российско-китайский тандем, все эти процессы способствуют продвигать вперед достаточно эффективно при поддержке всех остальных участников. Так что международное значение нашего с вами сотрудничества, партнерства и наших с вами планов на будущее огромное. И я убежден, что эти планы будут реализованы. Мы не хотим выступать против кого бы то ни было. Мы хотим только одного, чтобы все страны на нашей планете, включая весь коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами, вели дела на основе уважения интересов всех своих партнеров. Это общая позиция Москвы и Пекина. Да, пожалуйста. Добрый день. Мика Бадалян, Армения. Уважаемый Сергей Викторович, хотел бы спросить по ситуации в Армении. Все мы видим о том, что Армению ведут по ложному, разрушительному пути, который, не побоюсь того сказать, становится препятствием самому ее существованию. Все это делается в ущерб многовековым российско-армянским отношениям и в угоду Запада. Все мы знаем, что Армения заблокировала свое участие в ОДКБ. Мы знаем о том, что армянская власть игнорирует ряд мероприятий, которые проводятся на российской платформе. При этом совсем недавно армянская власть начала буквально тащить Армению в Евросоюз. Мы узнали о том, что будет проведен референдум о вступлении в ЕС. Сегодня мы узнали о том, что Армения собирается подписать документ о стратегическом партнерстве с США. И все это происходит на фоне совершенно реальных угроз от наших соседей. Это происходит на фоне возрастающих шансов новой войны. Как Москва относится к ситуации в Армении и как вы видите развитие событий? И у меня второй вопрос, если можно, касательно 80-летия Великой Победы, о которой вы уже говорили. Это великая, это общая победа, которая вклад советских людей, в том числе армянского народа, в эту победу, мы знаем, что был довольно широкий и масштабный. Согласны ли вы, что эта победа, память об этой победе является одной из основ того, на чем должно выстраиваться стратегическое союзничество Армении и России? Мы, кстати, автономная некоммерческая организация Евразия, членом совета которой я являюсь, ведет очень активную работу в течение последних 7 месяцев на территории евразийского пространства. Мы активно выступаем за сохранение исторической памяти, мы боремся за традиционные ценности, и я совершенно точно могу сказать, что это получает очень широкий отклик у нашей молодежи. Так, в октябре месяце мы провели широкое массовое мероприятие в Ереване, участие в котором приняло больше 1000 армянских студентов, где мы не только поздравили Ереван с праздником, но и отдали дань чести победе в Великой Отечественной войне, возложив цветы к вечному огню. Спасибо. Ну, отвечая на второй вопрос, конечно же, это святая тема для всех народов, прежде всего Советского Союза, которые подвергались попыткам геноцида со стороны гитлеровских захватчиков, но это и святая тема для всех тех, кто либо в составе армейских подразделений своих стран, либо в партизанских отрядах, в движении сопротивления, бился за справедливость и правду против гитлеровцев и огромного количества европейских стран, которых нацисты
германские поставили под ружье, и которые участвовали, ну, там испанцы в блокаде Ленинграда участвовали, французы участвовали во многих других преступных действиях нацистского режима. Мы это тоже не забыли. Кстати, это параллели, они